Благодарю, Сергей. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем прямую трансляцию с информационной площадки Службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан. Сегодняшняя пресс-конференция посвящена эпидемиологической ситуации в нашей стране. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан тікелей көрсетілімді бастаймыз. Бүгінгі баспасөз мәслихатымыз Қазақстан Республикасындағы эпидемиологиялық жағдайға арналып отыр. Біздің құрметті қонақтармен таныстырып өтейін. Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Ералы Тоғжанов, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрі Алексей Цой, Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Асет Тұрысов және Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитетінің төрағасы Айжан Есмағамбетова. Құрметті спикерлер, алаңымызға қош келдіңіздер. Ералы Лұқпанұлы, сөз сіздің өзіңізде. Мархабат. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті журналистер. Жалпы бүгінгі таңда Қазақстандағы эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Соңғы айда коронавирус инфекциясымен ауыру деңгейі 1,7 есеге төмендеді. Стационарлық емдеудегі науқастар саны 2,1 есеге, ал амбулаторлық емдеудегі науқастардың саны 1,7 есеге азайды. Инфекциялық төсек орындардың қоры жеткілікті. Олардың бүгінде 25 ғана, ал реанимациялық төсек орындардың 21% ғана қолданыста. Бүгін бұған жалпы халықтың вакцинациялау шаралары мен эпидемиологқа қарсы қабылданған нақты шешімдердің бәрі ықпал етті деп айтуға толықтай негіз бар. Дегенмен өздеріңізге белгі, бүгінгі әлемде жалпы ауру санының кезекті рет артылуы байқалуда. Оның ішінде аурудың жаңа штамдары да көптеп таралуда. Нұрсұлтан қаласында COVID-19 бен ауру деңгейінің өсуіне байланысты вирустың мутацияға ұшырау ықтималдығына қатысты скрининг жүргізілген туралы өздеріңізде хабардарсыздар. Алдын ала нәтижелері вирустың мутациясы анықталғанын және ол дельта штамына, яғни үнді штамына тән екенін көрсетті. Денсаулық сақтау министрлігінің жуырда жасаған мәлімдемесінде айтылғандай, түпкілікті қорытынды толық геномдық зерттеудің аяқталғаннан кейін нәтижесі белгілі болады. Өздеріңізге белгілі, бұл енді штам бір көрші мемлекеттерде, көрші елдерде де анықталған болатын. Жалпы мына дүниежүзілік сақтау ұйымының мәліметтеріне сәйкес дельта штамына әлемнің бүгінде 74 елінде анықталып отыр. Этот штамм коронавируса более опасный, который вызывает более высокую вероятность госпитализации и летальных случаев. Также он на 60% заразнее других штаммов. В среднем от одного человека инфицируется фактически 5,6 человек. Есть простой способ обезопасить себя. Другого способа мир сегодня не придумал. Об этом мы уже с вами не раз говорили. И во всяком случае минимизировать риск заболевания, это, безусловно, надо делать прививку от коронавируса. Поэтому я хотел бы очередной раз настоятельно рекомендовать каждому казахстанцу проявить заботу о собственном здоровье, здоровье своих близких, родных и в кратчайшие сроки привиться от COVID-19. На сегодня у нас в медицинских организациях имеется достаточный запас вакцин. С февраля текущего года в страну было поставлено около 7 миллионов доз вакцин. На сегодня сделано 4,6 миллионов доз прививок. Из них первым компонентом 2,8 миллионов, что составляет 28% от подлежащего населения. И вторым компонентом охвачено 1,7 миллиона человек. В регионах сегодня имеется более 2,4 миллиона доз вакцин. Дополнительная поставка будет осуществляться в соответствии с графиком. Как вам известно, в связи с ухудшением эпидситуации в прилегающих странах и предварительным обнаружением дельта-штамма, вчера решением межведомственной комиссии были ужесточены карантинные меры в столице. Но все фактически полностью информацию вы об этом знаете. Это в первую очередь касается многих сокращения рабочего времени, многих торговых развлекательных центров,
торговых домов, торговых сетей. Это касается также объектов общепита, это касается и крытых непродовольственных рынков, и это касается на запрет проведения массовых мероприятий на открытом воздухе не более 100 человек. Я думаю, перечислять необходимости нет, поэтому хотел бы перейти дальше. Кроме него мы приняли ряд упреждающих других решений, которые будут действовать по всей стране. Во-первых, вводится ограничение на работу для работников сферы услуг, крупных организованных коллективов без вакцинации против COVID-19. Во-вторых, вводится требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг, промышленных предприятий и иных организованных коллективов, отказывающих от вакцинации против КВИ, не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации против КВИ. Третье. Вводится требование по необходимости вакцинации всего персонала, в том числе это касается и арендаторов торговых точек, для включения новых субъектов предпринимательства, проект АШИК, а также для продолжения работы действующих субъектов в рамках проекта. В-четвертых, проект АШИК включается торгово-развлекательные центры, торговые дома, непродовольственные рынки. Следующий вопрос – это вопрос внедрения проекта АШИК. Проект эффективный. Он позволил более 9 тысяч субъектам бизнеса работать в период пандемии. Зарегистрировано более 4 миллиона пользователей. В стране каждую минуту проверяется статус 1000 человек. Однако проект показал, что некоторые граждане, зная свой статус, продолжают нарушать санитарные требования. С апреля текущего года через АШИК было выявлено более 9,6 тысяч нарушителей карантинного режима. Из них половина – это люди с положительным результатом ПЦР-теста. И журналистам я сегодня, конечно, хотел бы еще раз особо обратиться и ко всем гражданам, в том числе и предпринимателям. Фактически вот эта категория, которая сегодня не соблюдает санитарные требования, это именно группа людей, которая сегодня представляет реальную угрозу и безопасности и здоровья населения нашей страны. В этой связи Минздравом приняты правила дополнительные, которые предусматривают наложение административного штрафа на нарушителей карантинного режима на сумму 30 МРП или 87 510 тенге. На сегодня возбуждено административное производство в отношении 19 человек, из них 5 человек уже оштрафованы. Данная работа будет продолжена. Все нарушители будут привлекаться к административной ответственности. Еще раз хочу напомнить, что если у вас положительный ПЦР-тест или вы близко контактировали с больным, то вы обязаны находиться на домашнем карантине. То есть представляется эта группа людей, которая представляет и опасность для окружающих. Не снимается ответственность и от субъектов бизнеса. Они должны обеспечить санитарную безопасность на своих объектах, строго выполнять все требования проекта АШИК. Однако по итогам мониторинга по стране было выявлено более 800 субъектов бизнеса, которые вообще не проверяли статус своих посетителей. В отношении данной категории нам пришлось принять конкретные меры, в том числе решения межведомственной комиссии. Они были исключены из проекта на 2 недели. Государственными органами будут усилен контроль за участниками проекта АШИК, а работу по исключению недобросовестных участников из проекта будем проводить на постоянной основе. Уважаемые граждане, очередной раз я хотел бы призвать проявить бдительность. Вирус никуда не ушел. Дальнейшая ситуация зависит только от нас самих. К сожалению, каждый день мы фиксируем летальные случаи от коронавируса. Часть из них можно было бы, безусловно, предотвратить, если своевременно была бы сделана прививка. Дельта-штамм еще более агрессивный и может распространяться 2 раза быстрее. К этому подтверждение все ситуации, которые у нас были и идут сегодня в Индии и в Российской Федерации, где фактически ежесуточно регистрируется более 50 тысяч по Индии, 17 тысяч случаев заболеваний, это по России. Все это, конечно, вызывает огромную, колоссальную нагрузку на систему здравоохранения. Поэтому каждому непривитому казахстанцу нужно обезопаситься и поскорее привиться.
Самое главное, все используемые вакцины в Казахстане эффективные и, самое главное, безопасные. Частью нашей жизни должно, безусловно, стать соблюдение всех профилактических мер, ношение масок, соблюдение социальной дистанции. Құрметті қазақстандықтар, азаматтардың денсаулығы мен өмірін сақтау үкіметтің басты міндеттерінің бірі. Сондықтан сақтық шараларын қатаң сақтауға шақырамыз. Вирус ешқайда кеткен жоқ. Эпидемиологиялық жағдайдың одан әрі қалай өзгеретін тек өзімізге, әрқайсымызға, әрбір азаматтың жауапкершілігімен тікелей байланысты екенін айтқым келеді. Өкінішке орай, біз күн сайын коронавирустың салдарынан азаматтарымыздан айырылудамыз. Оны да біліп отырғандарыңыз артық болмайды. Егер халықтың басым бөлігі вакцинацияны уақытылы жасаған болатын болса, бұл жағдайлардың алдын алуға болатынына ешқандай күмән жоқ. Халқымызды айтпақшы, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеу керек деп, осы жолмен жүру керектігін, осы өткен жылдан бері бір жылдың ішіндегі болған жағдайдың бәрі уақыттың өзі нақты дәлел ғой деп айтамыз. Енді дүние жүзінде басқа қазір ойлап шығаратын ештеңе жоқ. Осы вакцина осы бір індеттен сақтанудың негізгі жолы екені айқын. Сондықтан осы вакцинаны алып үлгермеген әрбір азамат, әрбір қазақстандық тез арада осы вакцинаны қабылдау керек. Әрқайсымыз қоғам алдындағы отбасымызбен, күнделікті араласып жүрген жақындарымызбен, әріптестеріміздің, достарымыздың алдындағы азаматтық жауапкершілігіміздің іс жүзінде көрсететін уақыт келді деп ойлаймыз. Бұл ретте Қазақстанда қолданатын барлық вакциналар тиімді әрі қауіпсіз екенін мәлімдейміз. Сөз жоқ, енді өздеріңізде байқап отырсыздар, жалпы эпидемиологиялық жағдай Қазақстанда тұрақтанды. Нұр-Сұлтан қаласында біраз мәселелер бар. Кеше ғана осы денсаулық министрі мен Алексей Владимирович бірге ол жерде арнайы барып отырыс өзі бірақ нақты сұрақтарды талқыладық. Бірақ та қол қусырып жағдай тұрақталды деп отыруға ешқандай біздің қақымыз жоқ. Сондықтан осы бағыттағы шараларды сіздердің тікелей араласуларыңызбен, сіздердің тікелей қолдауларыңыздың арқасында бірге шешуге болатыны айдан анық. Олай болатын болса, ауыз біршілігімізді көрсетсек, бұл уақытша қиындық тарихта қалатында сөзсіз деп ойлаймын. Осындай сұрақтарда бәріңізде журналистерді бүгін арнайы келген осы азаматтардың бәрін, бүкіл елдің азаматтарын осындай қиындыққа бірге қарсы төтеп беріп тұруға шақырамыз. Сақтық шараларын қатаң сақтау керек. Маска кию, әлеуметтік қашықтықты сақтау, басқа да алдын ала шараларын қолдану бұл күнделіктің әдетімізге айналу керек. Вакцина алған күннің өзінде осындай шараларды сақтап жүргенімізде бүгін артық етпейтінді өздеріңізге айтқым келеді. Құрметті қазақстандықтар, сіздерге және жақындарыңызға денсаулық тілейміз. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Ералы Лұқпанұлы. Құрметті әріптестер, сұрақ-жауап бөліміне көшеміз. Уважаемые коллеги, мы переходим к сессии вопрос-ответ. Но перед тем, как передать слово своим коллегам, я хочу напомнить о регламенте. Время пресс-конференции ограничено. Заявили свое желание задать свои вопросы 27 журналистов. И чтобы каждый из них успел задать свои вопросы, мы принимаем не более 2 вопросов и снимаем повторяющие вопросы. Прошу уважать спикеров, не вступать с ними в полемику и не превращать пресс-конференцию в интервью. Спасибо за понимание. Алғаш болып өз сауалдарын Жұмашева Мақпал Бақ-КЗ-тен қояды. Мақпал ханым, қайырлы күн, біз сізді тыңдап тұрмыз. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Кеше ғана елімізде үндістандық штамның анықталған туралы хабарланған болатын. Жалпы осыған байланысты елімізде локдаун жариялануы мүмкін бе? Мақпал, сұрағыңызға рахмет. Бүгінгі күні локдаунды республика аумағында енгізуге байланысты ешқандай бізде мәселе біз көріп тұрғанымыз жоқпыз. Ол күн тәртібінде де жоқ. Кеше өткен ведомстволық комиссияның отырысында Нұр-Сұлтан қаласында нақты біраз шектеу шараларын қабылдадық. Оның бәрі сөз жоқ. Алдын ала шаралар деп айтуға толықтай мүмкіндік бар. Сондықтан оның ішінде жаңа өзімнің сөйлеген сөздерімде айтып кеттім ғой, Нұр-Сұлтан қаласының ішінде нақты объектілерге байланысты сфера услуг деп айтып жатырмыз. Сол объектілерге байланысты, әсіресе көп адамдар жиналатын жерлерге байланысты, сауда орталықтарына байланысты нақты қабылданған шаралар туралы бәрін өзіңіз жақсы естідіңіз. Сондықтан осы шаралардың айналасында қазір жұмыс жасай береміз. Енді арғарай біздердің нақты шешім қабылдауымыз бұл эпидситуацияға байланысты болады. Рахмет. Мақпал ханым, нақтылайтын сауалдарыңыз бар ма? Жоқ болса, мен келесі журналистке. Рахмет.
Ага, сау болыңыз. Тамара Валь, Власть КЗ. Тамара, здравствуйте. Добрый день, добрый вечер точнее. Вот скажите, пожалуйста, вот звучит мнение о том, что предлагаемые вами меры об обязательной вакцинации фактически ведут дискриминацию невакцинированных. Как вы можете это прокомментировать? И не считаете ли вы, что это спровоцирует рост подделки паспортов вакцинации, ПЦР-тестов и так далее? Это вопрос ко мне, наверное, да, Тамара Скачева, да? Ну да, наверное, Да, вам. да. Благодарю за вопрос. Это вопрос, этот вообще всегда постоянно этот вопрос, тема поднимается. Когда мы внедряли, я помню, по ПЦР-тесту, обязательно ПЦР-тест, помните, тоже этот вопрос поднимали, вопросы и конституционных прав. Но в первую очередь я хочу всем напомнить, что по, значит, статье 29 Конституции мы обязаны обеспечить безопасность здоровья наших граждан. Поэтому вот эти меры, которые сегодня мы приняли, это касается не всех граждан, это только касается именно сферы услуг, именно тех людей, которые ежедневно контактируют с огромным количеством наших граждан. И именно эта категория людей как раз могут представлять серьезную опасность в отношении наших граждан, которые, значит, будут приходить за услугами конкретно отдельной компании. Но сфера услуг – это огромное направление, вы об этом хорошо знаете. Поэтому в первую очередь это касается и малого и среднего бизнеса, поэтому здесь и с одной стороны не, значит, останавливать работу, потому что это огромная была просьба тогда и Микен, многих бизнесменов. Мы, в принципе, пошли, значит, навстречу, поэтому принято вот такое решение. Поэтому здесь я не вижу никаких нарушений конституционных прав, тем более мы даем выбор, если там за исключением там, противопоказания, да, есть категория людей, которые откажутся, тогда они просто обязаны пройти ПЦР-тестирование, потому что мы не можем допустить угрозу, реальную угрозу, тем более с учетом ситуации, что происходит сегодня в Индии, что происходит сегодня в наших соседних странах, это вы фактически видите каждый день, мы не можем подвергать опасности здоровья и безопасность наших граждан. Спасибо. И у меня была вторая часть вопроса. Не считаете ли вы, что это спровоцирует рост поддельных паспортов вакцинации? Есть ли у правительства какие-то эффективные меры в борьбе с этим? Проводит ли МВД эффективно? Конечно. Это вопрос мы с вами уже знаем, на средствах массовой информации эта тема уже поднималась, да, там? И несколько случаев вот в Алматинской области тем поднимали. Сейчас этим занимаются соответствующие правоохранительные органы, поэтому будет приняты самые жесточайшие меры в отношении тех людей, которые, значит, будут пытаться подделать, значит, паспортов вакцин. Я думаю, это самый один серьезный вопрос, который, значит, сегодня находится под жестким контролем правительства и правоохранительных органов. Следующий вопрос, Тамара. Мой второй вопрос. Первая половина вопроса, Ералы Лукманович, вам, вторая половина вопросов к Алексею Владимировичу. Считаете ли вы по-прежнему реалистичным вакцинировать 10 миллионов казахстанцев до сентября? Меняли ли вы прогноз? И к Алексею Владимировичу, учитывая то, что индийский штамм более опасный, пересматриваете ли вы прогноз развития эпидситуации, пересмотрели ли и какой он? Я думаю, мы по вакцинации здесь, я, честно говоря, здесь не вижу вот таких серьезных проблем. Мы просто сегодня должны дать возможность в отношении всем желающим вакцинироваться. Необходимый объем, фактически сегодня запас вакцин в Казахстане имеется. Мы объявили, что это является добровольным, но с учетом вот новых вызовов, безусловно, мы должны принять, мы вынуждены были принять дополнительные меры. В отношении объема, мы с вами уже на эту тему не раз говорили, наша главная задача – обеспечить доступ к вакцинации нашим гражданам. Доступ. Вот я уже говорил, фактически сегодня вот огромный запас в Казахстане имеется, 2,4 миллиона запаса сегодня остаток у нас имеется. Вот за последнее дополнительно, кроме этого, мы обеспечиваем поставку в течение 2 недель около 2 миллионов вакцин дополнительно. Поэтому, значит, темпы вакцинации, честно говоря, нас не устраивает, об этом вы хорошо знаете.
Это касается ряда наших областей, в том числе и город Нур-Султан, вот, где мы вчера там разбирались. Поэтому требования, значит, по увеличению количества, значит, вакцинации мы будем усиливать. Задачу мы в целом, да, поставили ее довести суточно до 70 тысяч. Вот к этому мы будем стремиться. Спасибо. Алексей Владимирович. Да, спасибо по второму вопросу. Конечно, мы занимаемся прогнозированием. Сейчас мы проводим аналитику. Очень важно понимать, как индийский штамм распространяется у нас в стране. Вы знаете, уже помимо Нур-Султана появились вероятные признаки этого штамма в Алматы. Один случай был такой выявлен. На основании секвенирования мы уже получим более широкую картину по стране. Поэтому с учетом этих вещей у нас в целом, в принципе, система здравоохранения отстроена по реагированию. Резервный коечный фонд как минимум в 2 раза можно будет больше развернуть. Эти коечные мощности у нас сейчас готовы вместе с оборудованием, вместе с подготовленным персоналом. Лекарственные средства в достаточном объеме. У нас 3-месячные запасы есть, отдельно средства индивидуальной защиты на складах СК фармации. То есть готовность системы здравоохранения большая. Мы сейчас, в принципе, находимся в стабильной ситуации в большинстве регионов, за исключением у нас Нур-Султана, в котором сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия. И поэтому и вчера, в принципе, в экстренном порядке был проведен выездной штаб межведомственной комиссии в самом городе с вовлечением всех специалистов. Спасибо. Спасибо за ответ. Спасибо, Тамара, за ваши вопросы. На очереди Серикжан Маулетбай, Информбюро. Серикжан? Здравствуйте, меня слышно? Мы вас хорошо слышим. Ваши вопросы. У меня вопрос к Министерству здравоохранения будет. Первый вопрос касается к Казмедиа Орталыгы, в котором вы сейчас находитесь. На протяжении всего периода пандемии в Казмедиа ни разу не проводилась нормальная проверка, эпидемиологическое обследование сотрудников. Выявляются зараженные, однако контактные не устанавливаются, и люди продолжают ходить на работу. Скажите, пожалуйста, это огромное здание, почему так происходит? Почему никто из санэпидемиологов не устанавливает контактных, не отправляет их на карантин, не закрывает Казмедиа Орталыгы хотя бы частично там, где были выявлены очаги? Что происходит с Казмедиа Орталыгы? Добрый день, Серикжан. Разрешите, я отвечу на этот вопрос. Сегодня здесь, в соответствии с действующими требованиями, каждый очаг, если установлен очаг коронавирусной инфекции ПЦР+, он обязательно расследуется. При этом при расследовании определяются контактные близкие, и близкие контактные подлежат тестированию и 14-дневному карантину в случае, если они не вакцинированы. Но речь идет только о близких контактах. При этом хотела бы отметить, что сегодня мы отмечаем тенденцию, когда в принципе, население, учитывая эти ограничения, которые сейчас существуют по ШИКу, скрывают свои контакты. То есть не называют контактных лиц, мы потом, это характерно для города Нур-Султана в том числе, контактных не указывают, при этом через определенное время мы видим, что эти же контактные уже обращаются с симптомами заболевания. Поэтому мероприятия в очагах проводятся в соответствии с требующимися требованиями, в соответствии с установленными требованиями. При этом закрывать, допустим, все Казмедиа на карантин не вижу смысла, если нет группового заболевания, если нет большого количества пораженных лиц. Все мероприятия, они проводятся локально с учетом числа заболевших одномоментно, с учетом числа контактных и полученных результатов. Спасибо. Спасибо. Серикжан, следующий вопрос. Спасибо за ответ. Следующий вопрос также к Министерству здравоохранения, в частности, министру здравоохранения. По поводу Казвака. Недавно Кыргызстан объявил о том, что в конце этой недели, точнее сегодня, по идее, в пятницу, и в конце недели, да, должны поступить к ним 50 тысяч доз Казвака. Скажите, пожалуйста, каким образом было произведено это количество доз и что будет с Казахстаном? То есть у нас у самих не хватает Казвака, желающим многим не хватает в регионах. Каким образом будет обеспечиваться Казахстан и почему сейчас было принято решение о том, чтобы передать в качестве гуманитарной помощи Кыргызстану? И также вторая часть вопроса касательно Казвака. Когда у нас будет проводиться
исследование педиатрическое по Казваку. Насколько можно делать эту вакцину для детей или нельзя делать? И какова ситуация в целом по использованию вакцин детям? Уже некоторые страны начали, также по спутнику вроде как начинают и беременных, и детей вакцинировать. Спасибо. Ну, по первой части, Серикжан, я думаю, вопрос все-таки, наверное, ко мне, наверное, адресовано. По Казваку я хочу сказать, что сегодня у нас фактически ежемесячный объем Казвака – это 100 тысяч. Вот 25 июня этого месяца у нас опять будет 100 тысяч. Вот, июль месяц у нас запланировано опять 100 тысяч. Вот, начиная с конца августа, это конкретно, если цифры назвать, 30 августа и где-то 1 сентября у нас уже пойдет объем на уровне 600 тысяч, ежемесячный объем. Поэтому у нас сегодня полностью вопрос по производству на контроле. Кроме этого, я хочу довести до вашего сведения, что дефицит у нас сегодня, такого большого дефицита нет. 30 тысяч сегодня Казвак у нас находится в остатке. Поэтому определенные, если где-то в регионах какие-то там дефициты есть, мы, безусловно, ее будем восполнять. Теперь в отношении поставки, значит, в соседние там, стран, да, есть страны, которые сегодня просят, чтобы мы обеспечили поставку. Но в первую очередь мы должны обеспечить собственных граждан. Поэтому прямо на сегодня, на июнь месяц, на июль месяц, у нас даже и на август, пока он не стоит, значит, поставка в другие страны. Киргизстан, там официальное там обращение есть, вчера мы об этом тоже видели. На уровне, когда пойдем на 600 тысяч объем, вот, в сентябре где-то у нас будет около 1 миллиона Казвака, поэтому тогда, в принципе, это вопрос мы дополнительно можем, в принципе, поднять. Спасибо. По второй части, наверное, Алексей Владимирович. Да, согласно второй части вопроса, клинические исследования на детях, они не проводились по Казваку. У нас в Казахстане, как вы знаете, вообще клинические испытания на детях запрещены по законодательству. Что касается остальных вакцин, то мы ожидаем сейчас проводимых дополнительных исследований, и когда нам предоставят данные уже сами разработчики вакцин по возможности применения в детском возрасте, мы также будем рассматривать у себя в стране и примем соответствующее решение. Спасибо за ответ. Можно уточнение? Пожалуйста, одно уточнение. Да, подскажите, пожалуйста, тогда получается, что кыргызская сторона неправильно информировала через СМИ, что в пятницу-субботу должны доставить 50 тысяч доз Казвака в виде гумпомощи, и об этом у них были договоренности с министром здравоохранения Казахстана. На данный момент, возможно, такое обращение сейчас направлено к нам в Казахстан. Мы в любом случае, если наши коллеги к нам обратятся, будем рассматривать, но возможности отправки на данный момент внутри Казахстана мы, как уже Елов Павлович сказал, рассматриваем уже в ближайшие, может быть, месяцы, да, потому что все зависит от производства казахстанской вакцины, от ее объема внутри страны. Поэтому, конечно, такие обращения к нам поступают из других стран, мы их рассматриваем в установленном законодательном порядке. Спасибо за ответ. Кезекте Аман Сейтхан, Казахстан ұлттық арнасы. Аман Мырза, байланыстасыз ба? Саламатсыздар. Сауалдарыңызды қоя беріңіз. Бірінші сұрақ, қазір мына әлеуметтік желі қолданушылары вакцинация жалған жасалып жатқан туралы ақпараттар тарап жатыр. Мысалы, адамдар төлқұжат алуға барғанда вакцинаны ашқанмен оны салмайды екен. Сол қалпында қоқысқа тастай салады. Ал азаматқа вакцина салынды деген паспорт беріледі дейді. Осындай факторларды тексеру бола ма? Дәл осындай сауалға Тамара Вальдың сауалы болған. Біз бүгін басында айтып өттік. Ол туралы жауап бердік. Өзіңіз естіген шығарсыз, осының алдында ғана дәл осы сұрақ болды ғой. Сондықтан оған байланысты бірнеше жағдайларда біз қазір құқық қорғау органдары айналысып жатыр. Сондықтан оның жауаптарын толықтай сіздерге бердік қой деп ойлаймыз. Рахмет. Жақсы, рахмет. Екінші сұрақ, енді екпе алуға денсаулығының жарамайтындығы туралы анықтаманы кім береді? Осындай анықтама беруге учаскелік терапевттер құзырлы ма? Вакцина, сұрағыңыз
түсініксіз болды. Вакцина жасамауға байланысты денсаулықтың деңгейін инфекциялық анықтау ма? денсаулығы жарамайтын. Иә. Иә, оны енді денсаулық сақтау министрлігі, оны арнайы бізде поликлиника бар, сол жерлерде азаматтардың денсаулығына байланысты нақты оған түсініктемесін беріледі. Қазір мысалға 2,7 миллион бізде вакцина қазір өтті бірінші дозамен. Оның ішінде 3 мыңға жуық адамдар анықталды, вакцинаға жатпайтын адамдар. Сондықтан әрбір жаңағы жағдайда осының бәрі мұқият қарастырылып отырады. Рахмет. Жақсы, рахмет. Рахмет. Тағы сауалдарыңыз бар ма? Жоқ, рахмет. Сау болыңыз. Ақбота Күзекбай, Казинформ. Ералы Лукпанович, вопрос к вам направлен. На прошлом брифинге вы отмечали, что нашу вакцину Казвак будут разливать в Турции. Скажите, пожалуйста, какова судьба этого проекта сегодня? Да, это вопрос, мы как раз на СК этот вопрос как раз и был, и я тогда подтвердил, что мы рассматриваем разные варианты, потому что я должен гарантированно, обеспечить производство вакцин. Вы хорошо знаете, что до производства, до розлива вакцины, все это в необходимом объеме производства у нас на научном и исследовательском институте биологической безопасности. Там изготавливается сначала субстанция, потом балк-продукт. Только после этого это идет розлив вакцин. Поэтому такой вариант фактически на производственной площадке Турции я тогда говорил. Но сегодня у нас ведется в ускоренном формате работа на биофармацевтическом заводе «Ватар». Вы все хорошо знаете, что мы полностью в апреле завершили строительство завода. На сегодняшний день уже завершена монтаж оборудования. Последний, один из важных моментов, это был именно линия розлива. Буквально 19 июня мы фактически уже провели первый пробный запуск линии розлива. Поэтому, в принципе, у нас сегодня есть возможность разливать в Казахстане. Я думаю, после пробного, сейчас у нас идет валидационный период, он, безусловно, займет сейчас как минимум 1,5-2 месяца. После этого фактически, то, что я уже в конце говорил, 600 тысяч, этот объем мы будем разливать в конце августа, это 30-х числах и в начале сентября, именно на базе нашего завода. Спасибо. Ералы Лукпанович, а вы вакцинировались, скажите, пожалуйста? Если да, то когда и какой вакциной? Да, я принял вакцину. Казвак я принял, поэтому, безусловно, это очень важный, считаю, шаг по обеспечению безопасности и здоровья. Поэтому всем рекомендую, всем казахстанцам рекомендую сегодня оперативно принять необходимые виды вакцин. Несколько у нас видов в Казахстане сегодня имеется, поэтому я думаю, другого варианта просто нет у нас сегодня, друзья. Спасибо. Көп рахмет жауабыңызға. Асылбек Данияр, Астана телеарнасынан бізбен байланыста. Асылбек мырза. Кеш жарық, менде алғашқы сұрақ. Енді өздеріңіз айтып жатсыздар, вакцина ол аурудан қорғайды. Енді көрші мемлекеттерде, енді Ресейде бізден бұрын басталды ғой, бұл өте дамып келді. Олар қазіргі уақытта вакцинаны міндеттеп қойды. Дәл осылай біздің елде де вакцинаны міндеттеу жоспарда бар ма? Міндеттеуді айтып жатсыз ғой. Иә. Міндеттеу ол біздің жоспарымызда бар ғана емес, біз уже нақты шешім қабылдадық қой. Осы кеше ғана осы ведомствоаралық комиссияның нақты шешімі шықты. Сол шешім бойынша осы сфера услуг дейміз, оның айналасында жұмыс жасайтын азаматтардың бәрі міндетті түрде вакцина алу керек. Егер дәрігерлік қарама-қайшылықтар болатын болса, ол жерде ешқандай сұрақ болмайды. Егер бас тартатын жағдайда болатын болса, олардың бәрі міндетті түрде жұмасына бір рет міндетті түрде ПЦР өту керек. Неге десеңіздер, әсіресе сауда орталықтары, әсіресе үлкен базарларда қаншама адамдар күніне өтеді, қаншама адам. Сондықтан сол жерде тұратын сауда әсіресе орталықтарында, оның ішінде тұратын арендаторлардың бәрі міндетті түрде вакцинация алу керек. Неге десеңіздер, сол жерге қатысатын мыңдаған адам бір күннің ішінде бір сауда орталығынан өтетін болса, ол азаматтардың денсаулығын біздер қауіп-қатерге тігуге ешқандай қақымыз жоқ. Сондықтан оларды міндетті түрде қазір міндеттеуге шешім қабылдадық.
Егер жағдай басқаша ана аймақтар бойынша қиындап жататын болса, облыстың әкімдері де ары қарай нақты шешімдер қабылдауға құқықтары бар. Қатаң шаралар қабылдауға дейін. Рахмет. Асылбек, келесі сауалыңыз. Менің екінші сұрағым денсаулық сақтау министрлігіне. Қазіргі уақытта енді дельта штаммы ұқсас ықтимал анықталып тұрып жатырсыздар. Қанша адамнан сынама алынды, дәл қазіргі уақытта қанша адамнан расталып отыр? Давайте я отвечу на ваш вопрос. На сегодняшний день протестировано ПЦР, ну, то есть экспресс-методом 55 тестов. Это от людей, у которых уже установлен диагноз коронавирусная инфекция. Из них 55% вероятная мутация индийского штамма. То есть мы сегодня говорим, что это 30 проб. Это все по городу Нур-Султан. Сегодня была также установлена циркуляция индийского штамма в городе Алматы. Это из всего одна проба на сегодня установлена, из всех, которые были протестированы вчера. Бұл нақты анықталған жоқ, әлі де ықтимал деген. Этот ПЦР-скрининг, то есть мы уже не раз об этом говорили, что определяет он мутацию, которая характерна для индийского штамма. Для того, чтобы получить достоверный результат, проводится полногеномное секвенирование, то есть рассматривается полностью цепочка ДНК вируса и определяется наличие этой мутации, характерной для индийского штамма. Этот анализ, он, как правило, достаточно длительный, трудоемкий, на него затрачивается порядка 3 недель. То есть мы провели экспресс-тестирование методом ПЦР, выявили, теперь эти же пробы будут тестированы далее на секвенсом, то есть в течение 3 недель. И тогда мы уже точно будем знать, если подтвердится полногеномным секвенированием наличие индийского штамма. Хотя, в принципе, ПЦР-тест-системы, они достаточно чувствительные и определяют мутацию того или иного вида коронавируса. Спасибо. Ашығын айтқанда әңгіме былай. Бұл жерде жаңа айтып отыр ғой, мына геномдық зерттеу 3 жұмадай уақыт алады. Бірақ біздер 3 жұманы тосып отыруға ешқандай қақымыз жоқ. Енді ашығын айтқанда, ол вирус түбінде бәрі келетінде белгілі, оны ұстап отыра алмаймыз. Ол Ресей сияқты үлкен мемлекеттер, сіздер білесіздер, 7500 километр мына жерде шекарамыз бар. Сондықтан қаншама адамдар өтетінді сіздер жақсы білесіздер. Бүкіл келетін самолеттердің бәрінің міндетті түрде бір ПЦР қойып қойдық. Соның өзінде де бәрі ПЦР-ға қарамастан да түбінде ол вирустың Қазақстанға келіп кіретіні белгілі. Біз енді бүкіл айналамыздың бәрін жауып тастай алмаймыз ғой. Сондықтан бәрі түбінде ол азаматтар келеді. Инкубационный период бізде әртүрлі. Аз дегенде 14 күн, мысалға Индиядан келетін, бізге келетін жолдың бәрін біз толықтай жауып тастадық. Бірақ дегенмен ПЦР мен вакцинациямен келетін адамдар болатын болса, оның өзін 14 күнге шейін жауып тастап отырмыз. Инкубациялық период қой, сондықтан оның бәрін ескеріп. Сондықтан біз оны қазір күтпей, келді ме, келген жоқ па, геномдық зерттеу қазір шықты ма, шыққан жоқ па, 3 жұма өткеніне қарамастан осындай қатаң шаралар қабылдауға мәжбүр отырмыз. Рахмет. Қысқа нұсқа сұрақ осыған қатысты. Біздің Қазақстанның ішінде ішкі рейстерде ПЦР тестін талап ету тура сол сияқты жаңағыдай сырт рейстер етіп жатыр ғой. Ішкі рейске де талап ету жоспарда бар ма? Ол енді өзіміздің азаматтар ПЦР-мен жүргендер ол жоспарда бар. Егер жағдай ушыға түсетін болса, бұнда шешімде қабылдауға мәжбүр боламыз. Егер ушығатын болса. Бірақ бүгінде мына азаматтардың бәрі міндетті түрде вакцина өтетін болса, ешқандай ПЦР тесті өтуге ешқандай оған негіздеме жоқ. Рахмет. Рахмет. Разрешите, я добавлю, Данияр Асылбек хотел бы еще напомнить о том, что сегодня в аэропортах и на ЖД вокзалах везде эксплуатируется проект АШИК. Проект АШИК позволяет как раз не допустить пассажиров, которые являются больными, и пассажиров, которые являются близкими контактами с больными, на авиарейсы, на ЖД вокзалы. То есть это тоже один из барьеров, который нам позволяет контролировать ситуацию с передвижением населения больного или контактного. Спасибо. Спасибо, Айжан Серікбаевна, за дополнение. У нас на очереди Багдад Асылбек, радио Азаттық. Багдад. Добрый день. Первый вопрос. Как мера по обязательной вакцинации работников сферы услуг крупных коллективов соответствует Трудовому кодексу и международным конвенциям по правам человека, которые запрещают работодателям принуждать к вакцинации или расторгать контракты из-за отказа? Проясните, пожалуйста, чисто правовые моменты.
Я вам, в принципе, уже конкретно говорил, вот, по, значит, статье 29 Конституции, мы просто, граждане Республики Казахстан имеют право на охрану здоровья. И государство, и в том числе правительство, обязано обеспечить безопасность здоровья наших граждан. Мы исходим именно с этой точки зрения. С этой точки зрения. Никто никого не принуждает, но мы обязаны просто обеспечить безопасность тех людей, именно сферу услуг, где каждый день проходят тысячами людей, тысячами. Поэтому мы не имеем права подвергать опасностью. Поэтому я прошу в этом плане всех правильно понять ситуацию. Ситуацию, которая происходит в мире, мы же принимаем решения не просто сами по себе, а принимаем конкретное решение, исходя из ситуации, что происходит в соседних странах уже сегодня. Эта же ситуация может быть буквально завтра у нас. Мы не можем подвергать опасности людей. Летальный исход сегодня ежедневно у нас фактически на уровне 10 человек. Кто за здоровье этих людей будет отвечать? Поэтому об этом всегда надо всем помнить. Спасибо. Уточняющий вопрос. Один из пунктов было написано, что ввести требования обязательного ПЦР-тестирования для работников, которые отказываются. Как это будет на практике? То есть каждый день работник должен приходить с отрицательным ПЦР-тестом, хотя ведь работники могут заразиться сразу же после сдачи ПЦР-теста. Неделю один раз. Неделю один раз. И еще такой момент. Вот введение вот этого обязательной вакцинации означает ли о том, что есть определенные провалы в разъяснительной работе, раз не удалось за полгода убедить население? Удастся ли теперь убедить? Я думаю, здесь люди полным пониманием относятся к этим вопросам. Если у вас там какие-то сомнения внутри, исходя из тех ситуаций, которые происходят вокруг нас, мы просто вынуждены принимать такие меры. Я думаю, это в первую очередь важно для обеспечения безопасности граждан. По ПЦР-тестированию, когда мы принимали решение, тоже такие же вопросы возникали. Почему мы там в самолеты, когда садились, как будто мы обеспечиваем, нарушаем как будто права людей. А кто будет обеспечить защиту права людей в салоне самолета? Почему люди имеют право туда заходить? И тем более, сейчас я уже данные приводил, столько людей, которые имеют, заранее зная, что они больны, заранее зная, что они несут реальную угрозу безопасности других людей, спокойно могут находиться в тех или иных коллективах. Почему эти люди, которые находятся рядом с ними, не имеют права на защиту собственного здоровья? Мы об этом должны помнить всегда. Это не только наши граждане, это наши дети, которые рядом с ними находятся. Один только больной человек, который может попасть в самолет, почему мы во всех аэропортах ввели, он подвергает опасности как минимум 100-250 человек одновременно. А мы обязаны защищать не только одного этого человека, который, заранее зная, что он болеет, нарушает санитарные правила, а мы должны обеспечить именно безопасность здоровья тех людей, которые садятся в этот салон этого самолета. И это касается каждого трудового коллектива в Казахстане. В первую очередь именно сферы услуг. Спасибо. Спасибо за подробное разъяснение. Следующий вопрос. Сейчас, секундочку. У меня был вопрос другого характера. Я спрашивал, как вы будете убеждать ту часть населения, которая категорически до сих пор отказывается. Вы, наверное, читаете в социальной сети, какие комментарии пишут. Некоторые сомневаются в вакцинации, некоторые сомневаются в действующих вакцинах. Говорят, что, в принципе, они не против вакцинироваться, но пока нет подходящей вакцины, там ждут Pfizer или другой вакцины. Вот, как вы планируете теперь выстроить разъяснительные работы, раз за полгода не удалось Спасибо, убедить Багдад, эту часть мы населения? приняли ваш вопрос. Еще раз хочу, Багдад, ответить. Во-первых, каждый 7-й гражданин Казахстана вакцинировался. Это большое достижение. Во-вторых, то, что вы говорите, ждут люди, не надо ждать других вакцин. Очень важно понимать, что все вакцины, допущенные для обращения на территории Республики Казахстан, они безопасны, эффективны, они проверены, они допущены. И уже порядка 2,9 миллиона человек привились этими вакцинами. Эффективность хорошая. Мы видим, что вакцинация, она помогает. Нужно понимать, наверное, один из аргументов для граждан мы хотели разъяснить, и не надо где-то летать в облаках, потому что мы видим уже 727 человек, которые повторно заболели. Тот, кто думает, что
переболел и больше не заболеет, это абсолютно неправильно. Повторно болеют в Казахстане. 727 таких случаев у нас уже есть. По миру такая статистика тоже есть. Очень большое количество людей болеет и болеет тяжело. К сожалению, умирают. Смертность вы видели тоже какая. Поэтому здесь для защиты себя, защиты семьи нужно обязательно вакцинироваться. Дополнительно разъяснительная работа, она будет проводиться. В каждом регионе Казахстана это делается на собственных примерах. И сейчас мы видим, несмотря на то, что вакцинация идет, может быть, не теми темпами, которые мы хотим, но люди идут. Ежедневно сейчас 90-100 тысяч человек, которые получают первую или вторую дозу, они приходят, вакцинируются во всех регионах Казахстана. Постепенно мы видим, что граждане становятся сознательными, они ведут своих родных и близких, получив сначала у себя вакцину, немножко, может быть, переживая вначале, но когда они увидели, что при этом нет каких-то явных побочных эффектов, они также своих родных и близких ведут в пункты вакцинации. Конечно, вы видели, сейчас проводят дополнительные меры стимулирования, розыгрыши различные. То есть все методы хороши. Очень важно, чтобы мы достучались до каждого гражданина нашей страны, чтобы мы все поняли, что нет другого выхода у нас, выхода из пандемии. Никто из нас не хочет больше сидеть в заточении. Поэтому и бизнес уже, мы сами видим, инициатор инициирует он, чтобы такие ускоренные меры были проведены, чтобы быстрее мы вышли с этого карантина, завершили мы вот этот период ограничений. Поэтому эту работу мы будем продолжать очень активно. Спасибо. Спасибо. Второй вопрос касательно Казвака. Он из двух частей, чтобы мне не повторять. Первое. Что с публикацией Казвака в Лансете и других журналах, когда люди, которые получили Казвак, будут иметь широкие возможности пользоваться паспортом вакцинации по перемещению по миру? И как проверить иммунный ответ, то есть проверить на антитела, и достаточно ли для этого выявлять С-белок? Вот вы, Ералы Лухпанұлы и Алексей Владимирович, как вы сказали, привились с Казваком. Как вы проверяли на антитела, какие тесты сдавали и как это сделать другим? Ну, насчет публикаций, на публикации в 2 авторитетных журнала, как наши коллеги из Министерства образования сказали, они направили. Сейчас ждут, проходит целый этап, чтобы в рейтинговом журнале опубликоваться. Целый этап рецензий проходит международных, да, то есть это большая работа в научном плане проводится, и как только будет принято решение о публикации или опубликовано, мы, конечно, вас проинформируем, потому что здесь это решение от редакционного совета этих журналов. Но работа в данном направлении серьезная проводится большой группой наших ученых. Что касается проверки на антитела после вакцинации, то в принципе это можно сделать ради интереса, но я, допустим, не делал. И в ближайшие 6 месяцев, в принципе, особо и не требуется, да, потому что мы знаем, что после вакцинации практически в течение 6 месяцев как минимум поднимается этот титр, и поэтому смысла делать лично я не вижу, допустим, повторно. Ради интереса люди проходят, граждане, эти возможности есть в лабораториях, но вы, когда вакцинировались, уже у вас очень большая вероятность, там, на 90% того, что вы получите необходимый титр антител и дополнительно проходить исследования, там, инвазивные исследования, брать кровь там, из вены, но в ближайшие там, полгода, я считаю, что это не обязательно. Спасибо. Про широкие возможности для вакцинирования Казваком. Но по выезду, с учетом нашего, вы видите, уже первый хороший такой признак взаимного признания паспортов вакцинации есть. Буквально вчера анонсировали, что Венгрия признала взаимно, совместно с Казахстаном мы признали взаимно паспорта вакцинации. Это большой шаг. Министерство иностранных дел проводит такую работу. Уже мы получили с Монголии, с Таиланда аналогичные предложения по взаимному признанию паспортов вакцинации. У нас внутри страны вакцина Синовак, которая также одобрена Всемирной организацией здравоохранения, принимается во многих странах. Помимо этого, путешествие без ковид есть отдельное приложение электронное, которое мы интегрируемся в рамках ЕС. Там тоже есть возможность нашими паспортами, вакцинами передвигаться по территории ЕС. По остальным вакцинам сейчас ведутся эти же работы. Вакцины
подаются на ускоренную регистрацию ВОЗ по спутнику, я думаю, тоже мы в ближайшее время услышим. Насколько мы знаем, что уже на последней стадии регистрации находится в ВОЗе, и там, как только будет получено заключение, мы, конечно, тоже проинформируем. Спасибо. Модератор, разрешите последнее уточнение? Нет, Баграт, вы задали достаточное количество вопросов. Предыдущие ваши коллеги отнеслись к вам с уважением, и вы прямо сейчас задаете свои вопросы. Пожалуйста, к последующим своим коллегам тоже отнеситесь с уважением. Я думаю, Алексей Владимирович ответил вам более чем подробно. Мият Кайшыбай, Казах Таймс редакциясынан бізбен байланыста. Мият Мырза. Қайырлы күн, Қазақ Таймс редакциясынан. Мен алдымдағы әріптесімді сұрағын толық қоюына мүмкіндік берулеріңізді сұраймын. Асан Мырза, қайырлы күн. Өзіңіздің сауалдарыңыз болса қоя беріңіз. Бағдат Мырза өзіне арналған уақытты алып, сұрақтарын қойып өтті. Сіз дайын болмасаңыз, мен келесі журналистке көшемін. Маржан, верните, пожалуйста, меня в эфир. Уважаемые коллеги, прошу отнестись с уважением к спикерам, к своим коллегам, ко мне, уважайте друг друга. В данном случае уточнение как раз от коллеги, который ранее был задан вопрос и не был ответ. Только одно уточнение. Багдад, коротко, одно уточнение, последнее. Уточните, пожалуйста, вот если откажутся работники вакцинироваться, они ПЦР-тест должны сдавать за свой счет или работодатель должен предоставить? Спасибо. Здесь отнесено это либо работодатель, либо сам. В неделю один раз. Спасибо. Асан, қысқа нұсқа сауалдарыңыз. Бірінші сауал Ералы Лұқпанұлы сізге арналады. Қазақстан Республикасында үкімет құрамының қанша пайызы вакцина алды? Және де не себепті премьер-министр жарты жылға жуық уақыт өткеннен кейін ғана вакцина алуға шешім қабылдады? Бірінші сауал. Үкіметтің құрамына бүгін 80%-ке жуық бәрі вакцина алды. Сондықтан ол қазір бәрі жұмысқа қатысуға толықтай бүгін мүмкіндіктері бар. Сондықтан оны толықтай сізге жауап беруге негіздеме бар. Ал премьер-министрге байланысты кеше жауаптар толықтай сіздерге берілді ғой деп ойлаймын. Оның бәрін ақпарат беттеріне өздерің көрдіңдер. Рахмет. Келесі сауалыңыз. Екінші сауал. Ералы Лұқпанұлы, осы уақытқа дейін біз бір жылдай денсаулық сақтау министрлігіне осы сауалды қойып келеміз, бірақ өкінішке қарай вице-министр Ажар Ғиниятқызы өзінің берген уәдесін орындамай, Қазақстанда ерекше әлемде жоқ статистиканы қалыптастырып отыр. Министрліктің коронавирустың жаңа мәселенен қайтыс болғандар санаты бойынша 2000-ға тарта қазақстандық әртүрлі аурулардың әсерінен жай ковидтің жанама ықпалынан қайтыс болды деп есептейді. Бірақ дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының нұсқаулығында өлім туралы кез келген тосын жол оқиға басқа да техникалық апаттан бөлек жағдайда кез келген науқастан дерттен қайтыс болған науқас ковидтің себебінен деп жазылу керек деп көрсетілген. Не себепті Қазақстан үкіметі дәл осы статистиканы қалыптастырып отыр? Дәл мұндай статистика әлемнің диктаторлық режимдерінде өмір сүріп жатқан мемлекеттердің өзінде жоқ. Осыны сұрасақ, үнемі бізге вице-министрлік сізге түсіндірдік деп қана қысқа қайырады. Бұл шын мәнінде бізге және редакцияға хабарласқан оқырмандардың көңіліне күдік тудырады. Осы статистикалық категория жөнінде пікіріңіз қандай? Жақсы, сұрағыңызды маған қойып отырсыз. Мен оны Ажар Ғиниятовнаға байланысты қойған сұрағыңызға байланысты бүгін нақты ақылдасып, өзіңізге толықтай жауабын беруге уәде беремін сізге. Рахмет. Жақсы, қосымша толықтыру. Ажар Ғиниятқызы 2020 жылдың күзінде редакцияға хабарласып, 45 минуттық әңгімеден кейін әр айдың 10-ына дейін коронавирустың жаңа мәселенен қайтыс болғандар туралы ақпаратты министрлік сайтында жариялауға уәде еткен. Бірақ ол уәдесінде орындамай, біз ай сайын ресми сұрау хат жолдап, немесе брифингте ғана алып отырмыз бұл ақпаратты. Жақсы, келістік. Рахмет. Бота Ибраева, Казахстанская правда. Готово ли правительство к борьбе с новым штаммом? Какие меры предпринимаются для этого? Айжан Серпаевна. Ералы Лұқпанович, пожалуйста. Повторите вопрос.
Готово ли правительство к борьбе с новым штаммом? Какие меры предпринимаются для этого? Да, конечно, это безусловно. Я же сказал, это даже мы пока не будем даже ждать выводы значит, исследования генома. Оперативно был проведен заседание правительства. Вы знаете, там был принят ряд решений. В последующем был проведен заседание межведомственной комиссии, где были приняты конкретные решения. Безусловно, мы сейчас полностью, еще раз, первый вопрос, это касается материально-технической базы, вот, обеспечение полностью. Еще раз мы анализируем ситуацию. По загруженности койк-мест сегодня он оставляет всего лишь 25%, поэтому возможности все большие. По лекарственным препаратам сегодня у нас двухмесячный запас полностью фактически имеется, включая все возможности стабилизационных фондов по всем регионам. Вот, поэтому по обеспеченностью и СИЗами лекарственными препаратами сегодня вопрос полностью находится на контроле. Государственная граница, вы знаете, мы уже давно приняли решение по обязательному ПЦР-тестированию всех, включая наших граждан, которые прилетают в Казахстан, обязательно ставим на контроле. Одним словом, значит, готовность. В любом случае, значит, страна и, значит, все регионы, в первую очередь, медицинские учреждения должны быть готовы на любой, значит, исход этой ситуации. Поэтому сегодня полная готовность в этом направлении. Спасибо. Спасибо за подробные разъяснения, Ералы Лукпанович. Нургуль Тапаева, Азаттық радиосы бізбен байланыста. Нургуль ханым, саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Мой вопрос адресован министру здравоохранения. Как мы знаем, у коронавируса индийского штамма есть два вида – дельта и дельта плюс. Дельту обнаружили прошлой осенью, а дельта плюс в апреле этого года. Какой из них в Казахстане – дельта или дельта плюс? Спасибо за вопрос. Вот данные предварительные. Вероятно, штамм обнаружен дельта. Более точные данные будут после секвенирования. Как только секвенирование пройдем, идет сопоставление с международной базой данных этих штаммов вирусов, и тогда уже будет точно известно. Но предварительно это штамм дельта. А как сейчас состояние в целом у пациентов? Это уточняющий вопрос. Пациентам, как мы говорили, появилась новая симптоматика. Это больше кишечные расстройства, это рвота, тошнота, потеря слуха. В целом пациенты намного быстрее заболевают. Сейчас протекает период средней степени тяжести, поэтому мы наблюдаем за теми пациентами, которые дали положительный результат. Сейчас все в работе находится. Спасибо. Екінші сұрағым Ералы Лұқпанұлына. Кешегі жарияланған жаңа шектеулерге қатысты біз көрдік, мына жұмысқа баруға қатысты вакцина салдырмаған адамдар бармайды делінген шектеу бар. Соның ішінде айтады, ауырып жазылған адам болса, вакцина салдырмауына болады деп. Ал ауырып жазылған қалай дәлелдейді азамат? Бізде кей жағдайларда осыған дейін білесіздер болды, адамдар үйінен шықпай өз-өздерін емдеп жатты, яғни ешқандай емхананың базасына тіркелмей. Қалай дәлелдеу керек азамат? Енді ауырып жазылған азаматтарға байланысты енді ең алдымен бойындағы антителаларды байқауымыз керек қой. Вот өткенде бізде 6 ай болған. Қазір осы соңғы жағдайларға байланысты, дүние жүзінде болып жатқан, оның ішінде индийский штаммға байланысты 3 айға дейін ауырып шыққан адамды 3 айға дейін қазір вакцинация салдырмау туралы қазір мәселесін күн тәртібінде тұр. Оның бәрі қазір нақты шешімдер осыған байланысты қабылданды. Сондықтан ол міндетті түрде тексерілу керек, қарау керек. Ауырып шыққан азаматтарды міндетті түрде бойындағы енді ол антитела міндетті түрде пайда болады, ол белгілі. Бірақ оның деңгейі әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан соған байланысты шешім қабылдаймыз. Рахмет, Нургуль ханым. Вакцина паспорты бойынша бағана сұрақ толық болған жоқ сияқты жауап. Вакцина паспорты бойынша жауапқа тартылғандар бар ма қазір? Қолдан жасап сатқандар, яғни вакцина паспортын. Жауапқа тартылған жоқ, ана 3 жағдайға байланысты қазір тексерістер жүріп жатыр құқық қорғау органдарында. Оны анықтау керек, нақты болды ма, болған жоқ па? Енді оған доказательный база керек қой. Сондықтан қалай пайда болатын болса, бір жағдай болатын болса, оны міндетті түрде еститін боласыздар. Көп рахмет. Асхат Ниязов, телеканал Хабар 24, с нами на связи. Асхат, здравствуйте. Здравствуйте, меня слышно? Вас слышно. Всех приветствую. Первый вопрос, наверное, к министру здравоохранения. У нас есть информация, что в нескольких больницах города, в частности, Первая городская больница и Центральный военный госпиталь, премию ко Дню медика выдавали только тем, кто вакцинировался.
Можете ли вы подтвердить эту информацию? Если вы подтверждаете эту информацию, то скажите, это получается такой новый механизм стимулирования вакцинации? У нас данной такой информации нет. Если у вас есть более подробные какие-то данные, пожалуйста, нам предоставьте, мы с коллегами уточним, проверим. Хорошо. Второй вопрос. Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее вот про этот момент по обязательному ПЦР-тестированию для работников. Здесь написано «сфера услуг», здесь более-менее понятно. Промышленные предприятия тоже понятно. Иные организованные коллективы, отказывающиеся от вакцинации против КВИ. То есть, например, если фирма, там 10 человек работает, это их тоже касается? Есть ли какое-то ограничение по числу рабочих? И вот вы вот сейчас хорошо уточнили, что это раз в неделю будет. Есть еще какие-то дополнительные информации по этому новому требованию? В частности, когда это заработает? То есть с какого дня? Спасибо за вопрос. Сегодня, когда мы говорим об организованных коллективах, мы имеем любой коллектив больше 20 человек. То есть любой коллектив больше 20 человек, на них будет распространяться требования об обязательном проведении вакцинации, получении вакцин или о проведении ПЦР-теста каждые 7 дней, если нет медицинских противопоказаний. Когда вступает в силу? У вас уточнение, Асхат? Да. Когда это вступает, эти правила в силу? На сегодня разрабатывается постановление главного государственного санитарного врача. Как только будет подписано постановление главного государственного врача, эти требования вступят в силу. Еще один уточняющий вопрос. Вы говорили о том, что платить будут либо сами работники, либо работодатель. А что это значит? То есть на усмотрение, получается, работодателя, ну, так, наверное, будут везде говорить, чтобы сами работники заплатили за ПЦР? Да, это на усмотрение работодателя, но здесь нужно понимать, что возможность вакцины предоставляется бесплатно. То есть мы говорим, пожалуйста, вакцинируйтесь, государство оплачивает за каждого гражданина эту вакцину. Поэтому здесь есть возможность ничего не платить, получить вакцину, быть защищенным и защитить свою семью. Либо платить, платить придется либо самой организации, если на это есть возможности в этой организации, либо каждый гражданин будет брать на себя обязательства и платить еженедельно за ПЦР-исследование. Спасибо большое. Спасибо, Асхат, за ваши вопросы. Нуршапахат Несипаев, Хабар 24, Қазақ редакциясы бізбен байланыста. Қайырлы күн, естіліп тұр ма? Естіліп тұр, сауалдарыңызды қоя беріңіз. Менің сұрағым Ералы Лұқпанұлына. Айтыңызшы, жақын арада елімізге вакцинаның басқа түрлерін әкелу жоспарда бар ма, әлде әзірге осы қазіргі вакциналар салына бере ме? Қазір басқа түрін әкелуге нақты жоспар жоқ. Бізде қазір мына вакцинаның 4 түрі бар. Ол толықтай мына еліміздің денсаулығын, қауіпсіздігін қамтамасыз етуге толықтай мүмкіндік бар ғой деп ойлаймыз. Сөз жоқ, енді келіссөздер әртүрлі жүріп жатыр, бірақ мына жақын арада нақты басқа вакцинаның түрін әкелуге байланысты жоспар жоқ. Көп рахмет жауабыңызға. Екінші сұрақ. Қоя беріңіз. Екінші сұрағым. Сіз тыңдап тұрыңыз, қоя беріңіз. Екінші сұрағым, осы жаңадан дельта штамм дейміз, штамдардың жаңа түрлері анықтап жатыр дейміз ғой. Енді аймақтардың барлығында осы жаңа штамдарды анықтауға мүмкіндік бар ма бізде? Онда техникамыз жете ма? Әлде тек қана бұл штамдарды Астана, Алматы сияқты ірі қалаларда ғана анықтауға бола ма? На ваш вопрос отвечу я. На сегодня возможности по секвенированию, если вы помните, секвенирование мы проводим каждые 2 месяца, и при этом проводим секвенирование штаммов, выделенных по всей стране. Соответственно, возможности у нас сегодня есть по проведению тестирования всех положительных тестов, которые выделяются во всех регионах страны. То есть сегодня мы можем провести это тестирование, сказать, в каком регионе какой штамм находится, какой штамм превалирует. Рахмет. Қосымшама айтқым келіп отыр, жаңа осы басқа түріне келесіздер ме, мына деген әңгімелерді қадірлағайын. Сіздің сұрағыңызды пайдаланып айтқым келіп отыр. Бүгін мына қолда бардың қадір жоқ деген әңгіме бар. Көп деген елдер бүгін вакцинаға қолдары жетпей жатыр. Көп деген елдерде кеше ғана мына дүниежүзілік денсаулық сақтау мына ВОЗ деп айтып жатамыз ғой, мына денсаулық сақтау ұйымы. Қаншама елдерде мына 2% деңгейінде вакцинамен қамтамасыз етілген елдермен жағдай қиын болып жатқанын айтып жатыр. Мына елге Қасым-Жомарт Кемелдің тікелей тапсырмасына байланысты
нақты шаралар қабылданып, мына әкелінген вакциналарды бүгін тегін беріп атқан дүниені, қолдағы бар дүниені алуды, соны елдің арасында қазір айтып жеткізуіміз керек, қадірлі журналистер. Ол жайдан жай келіп атқан жоқ қой бұның бәрі. Қаншама келіссөздер, кейбір жерде бұл саясатқа айналдырып атқан жағдайлардың өзі де бар. Бұның бәрі оңай болып атқан дүние емес. Ана субстанция туралы басында айттым, вакцинаны шығару үшін 262 реагенттері керек. Бір вакцинаны шығару үшін, субстанция дайындау үшін 262 реагент 7 Европа мемлекеттеріне әкелуге жарты жылдан аса қаншама келіссөздер жүргізіп, жұмыстар жасалып жатыр, ағайындар. Соны жасап, осы елге әкеліп, бүгін міне Қазақстанның өзінде міне 2-4 миллион доза қолдарыңызда бар дүниені неге біз алып осы қазір вакцина жасамаймыз? Тағы да кім әкеледі, тағы да не әкеледі деген әңгіменің бәрін қою керек. Бар дүниені міне, бар дүниені пайдалану керек. Бұдан басқа бүгін жол жоқ. Міне 4 вакцинаның түрі, Құдайға шүкір, мына еліміздің қауіпсіздігін, денсаулығын қамтамасыз етуге үлкен мүмкіндік болады деп ойлаймын, бауырым. Сондықтан осы бағытта дұрыс түсінулеріңізді сұраймыз. Елдің арасында бізбен бірге осы мәселені түсіндірме жұмыстарда тікелей атсалысып, бірге жұмыс жасауға сіздерді шақырамыз. Рахмет. Рахмет жауабыңызға. Айнур Коскина, Вести KG, с нами на связи. Айнур. Добрый день. Меня слышите, да? Да, мы вас слышим хорошо. Ага. Первое у меня уточнение по вопросу моего коллеги из Казах Таймс по поводу вакцинирования правительства. Но тут же я еще хочу добавить и депутатов парламента. Скажите, пожалуйста, правительство и депутаты парламента, вакцинировались ли они полностью? Если нет, то почему? По депутатам у нас информации нет у меня. По правительству я уже сказал, поэтому вы об этом уже слышали. Поэтому в этом направлении, я думаю, все должны трудовые коллективы вести такую же работу по вакцинации. Спасибо, Айнур. А почему у вас нету данных по парламенту? Дело в том, что сейчас вы собираетесь ввести такую обязательную вакцинацию для работников сферы услуг, но при этом вы не знаете, сколько депутатов вакцинировалось, потому что это очень важно. Население ведь сразу же будет обращаться к тому, что почему руководство страны, в том числе законодательная власть, не вакцинируется, а мы должны вакцинироваться. Поэтому хотелось бы, чтобы эта информация все-таки была доступна, хотя бы для журналистов. Айнур, здесь, мне кажется, не нужно акцентировать внимание на том или ином госоргане или какой-то организации. Для всех правила единые. И все, кто не будет вакцинирован, у тех будет обязательство приходить с ПЦР-тестами каждые 7 дней. То есть независимо от того, какой процент вакцинации, но насколько нам предварительно известно, что очень активно депутатский корпус практически весь привился. Если кто-то не привился, то в основном это идут противопоказания медицинской либо переболевшей. И процент достаточно высокий. Поэтому в целом все госорганы сейчас у нас в первую очередь активно прививаются, а всем остальным предприятиям единые правила, независимо какая организация. Поэтому мы всех призываем также активно прийти, вакцинироваться и защитить свои семьи. Спасибо. Спасибо. Тогда первый мой вопрос. Скажите, пожалуйста, почему в списке обязательно только ПЦР-тест и вакцина, паспорт вакцинации, да? Почему нету такой опции, как справка на наличие антител? Ведь есть люди, которые переболели, у которых еще достаточно высокие антитела, и даже у которых есть еще медотвод из-за того, что они переболели. Спасибо за вопрос. Мы уже говорили о том, что переболевшие входят в категорию, на которых не распространяется обязательно наличие теста, ПЦР-теста. И переболевшие должны быть не более 3 месяцев. Потому что сегодня мы уже говорили, что есть повторные случаи. И согласно протокола, повторные случаи это через 3 месяца, которые регистрируются. Поэтому эта норма введена. Ну а что касается тестирования на антитела, то в принципе, то есть по переболевшим норма есть. Что касается тестирования на антитела, к сожалению, сегодня нет доподлинно подтвержденных научно обоснованных данных о том, какой титр антител является защитным. Поэтому мы эту норму и не вводили. Скажите, ранее было 6 месяцев. Почему сократили до 3?
Я уже сказала в своем ответе вам о том, что сейчас регистрируются повторные случаи, и в клин-протокол введено понятие, что такое повторный случай. Повторный случай – это случай, который зарегистрирован через 3 месяца после перенесенного заболевания. Соответственно, то есть такие случаи есть, и поэтому мы 6 месяцев перенесли на 3. Еще хотела бы отметить, что в принципе нет противопоказаний для вакцинации переболевших. Эти противопоказания, они не противопоказания, а как бы ограничения были введены на первых этапах, и они были связаны только с тем, что сегодня вакцин, к сожалению, недостаточно в мире, и предпочтение отдается в первую очередь тем, кто не переболел, учитывая, что у переболевших есть защита хоть на какой-то короткий период времени. Спасибо. Второй вопрос мой касается, скажите, пожалуйста, сколько заболевших, статистика заболевших тех, кто привился? Можете конкретно сказать по спутнику ВИ, по Казковиду, по Казваку, извините, и третий по Хаятваку. Понятно, что по Коронаваку еще что-то рано говорить, поэтому, пожалуйста, сколько всего заболело после вакцинации и, пожалуйста, по вакцинам скажите. Этот вопрос, Айнур, отвечу, наверное, тоже и я. Сегодня заболевших после вакцинации, так скажем, это 1437 человек. Я бы хотела отметить, что это достаточно низкий уровень, то есть это всего 0,05%, тогда как, в принципе, сам производитель допускает эффективность вакцины, то есть 92%, то есть 8 из 100 могут заболеть. Вот. Далее, сейчас, секунду, я вам скажу, сколько заболевших. Есть заболевшие случаи и среди спутника, есть заболевшие случаи и среди Хаята, и среди Казвака. Спутником заболело после первой дозы 979, Казваком 8 и Хаятваком 35 человек. В общей сложности 1437. Но это цифры, еще раз повторюсь, Спасибо. то есть вот эти цифры, хотела бы отметить, Айнур, что как раз эти цифры и подтверждают, что из 2,8 миллионов вакцинированных заболело всего 1437. То есть это наглядный показатель эффективности вакцинации. Спасибо. Спасибо за подробные разъяснения. Спасибо. До свидания. До свидания, Айнур. Еркинов Диас, Атамекен бизнес телеарнасы, бізбен байланыста. Диас Мырза. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в случае отказа сдавать ПЦР-тест и вакцинироваться, какие санкции грозят работнику и работодателю? Можете перечислить? Наверное, если позволите, на этот вопрос тоже отвечу я. На сегодня, если будет введена обязательная, вернее, не будет, а мы уже знаем, что это будет обязательное требование по вакцинации категории лиц, которые уже были ранее названы. Это будет отражено в постановлении главного государственного санитарного врача. За нарушение постановления главного государственного врача предусмотрена административная ответственность в соответствии с КоАП. Административная ответственность она предусматривается как для физических лиц, это 5 МРП, так это и для юридических лиц. То есть если работодатель не будет выполнять этих требований, то он также может быть привлечен к административной ответственности. Спасибо. Хорошо. А можете поподробнее рассказать вот механизм, кто на работе должен отвечать за наличие ПЦР-анализа или же вакцинации? То есть это будет какой-то отдельный штаб или сам работодатель, или, может быть, это раз в месяц будут приходить какие-то проверяющие? Можете поподробнее об этом рассказать? Что касается этого вопроса, то каждый работодатель, он должен сам определить у себя регламент, как он будет выполнять требования постановления главного государственного врача. Для нас важно, чтобы оно выполнялось. Спасибо. Следующий вопрос. И мой второй вопрос. Почему межведомственная комиссия и Минздрав не предложили на уровне парламента законодательно утвердить обязательную вакцинацию от коронавируса, изменив тем самым Кодекс о здоровье? Ну, у нас, во-первых, ситуация не требует отлагательств. Реагирование должно быть срочное. Чтобы войти в любое законодательство, вы знаете, это предшествует длительное обсуждение, это не меньше полугода, а то и года, чтобы внести такие поправки. Поэтому, конечно, мы данные подходы
будем отрабатывать в целом. Но сейчас для нас очень важно принять решение. У нас есть на это правовые механизмы, которые мы сейчас задействуем. Спасибо. Я извиняюсь. Уточняющий вопрос. Пандемия в Казахстане уже 1,5 года. Вакцина уже доступна с апреля месяца. То есть за это время, в принципе, могли предложить на уровне парламента законодательно изменить. Почему это отлагается? Вы знаете, у нас сохраняется право выбора у граждан. И сейчас мы, добровольность, она в целом у нас медицинские услуги, она сохраняется. Но при этом мы отдельной категории групп, которые подвержены особому риску, даем возможность права выбора. То есть у нас в действующем законодательстве есть конкретные нормы, на основании которых мы можем предоставлять такое право. Либо вакцинироваться, либо проходить ПЦР-тестирование. Поэтому здесь все сейчас идет в правом поле, и в принципе это вопрос такой. А в целом обязательность вакцинации, всей вакцинации по Казахстану, это вопрос дискутабельный, его нужно проводить на общественных площадках, это требует дополнительного времени. Мы сейчас идем в другом, нужно понимать, что именно требования к вакцинации относятся только к отдельной особой категории наиболее предприятий, которые либо крупные предприятия, либо там, где идет непосредственный контакт с гражданами, с населением. Сюда не подпадают дети, вы знаете, что они у нас не подпадают. То есть половина населения, по сути дела, страны, оно не подпадает под эти требования. То есть у нас основное экономически активное население, которое подпадает под эти правила. Поэтому действующее законодательство нам позволяет это делать. Спасибо. Спасибо за ответ. Следующие Можно еще уточнение? Подождите, пожалуйста. Можно последнее уточнение? Последнее уточнение. Согласны ли вы с утверждением, что Минздрав и Межведомственная комиссия идут по принципу кнута и пряника? То есть пряник уже дали в виде бесплатной прививки и всякого рода конкурсов, а теперь идет вход кнут в виде ужесточения обязательной вакцинации сферы услуг и обязательном ПЦР-анализе? Я думаю, вы должны исходить из ситуации. Сейчас у нас ситуация сложная. Вы видите, что творится в соседних странах, насколько агрессивный индийский штамм. К Казахстану пришел, и у нас сейчас нет права медлить. Да, и сейчас все способы максимально охвата вакцинации, они хороши. Для того, чтобы максимально обеспечить коллективный иммунитет. Поэтому задействуются все основные рычаги. И особенно, конечно, там, где коллективы, которые особо активно участвуют в эпидемиологическом процессе, и именно высокая миграция, высокая контактность внутри этих организаций, особенно это сфера услуг. Поэтому здесь очень важно подстраховать как самих участников рынка, как самих работодателей, сотрудников этих организаций, так и тех клиентов, которые приходят в эти организации получать определенные услуги. Спасибо. Спасибо. Следующие два вопроса направила коллега из Байги Ньюс КЗ. Первый – это повтор касательно продаж паспортов вакцинации, на который Ералы Лукпанович уже ответил. Я перейду к следующему вопросу, но он вне темы. Алексей Владимирович, после 1,5 лет комы в Нур-Султане скончалась 3-летняя девочка, которая оказалась в больнице после посещения стоматолога. Будет ли проведено расследование по данному случаю и будут ли ужесточены требования к стоматологиям, клиентами которых являются малолетние дети? Спасибо большое. По данному делу у нас он находился на особом контроле. К сожалению, девочка скончалась. Было определение суда от 9.04.2020 года на иск Департамента комитета по городу Нур-Султан о запрете деятельности данного стоматологического центра, об отзыве лицензии. Данное определение в данном определении было указано, что в отзыве лицензии рассмотрение оставить без рассмотрения. То есть таким образом данный вопрос он не был рассмотрен и в принципе вступил в законную силу. Сами родители в зале суда заявили, что претензий к медорганизации не имеют и просили не приостанавливать деятельность данной организации. Но любые факты нарушения либо неэффективной или несвоевременной помощи, которая оказывается нашим гражданам, они могут быть обжалованы.
у нас на это есть территориальные соответствующие департаменты комитета фармедконтроля, которые в случае обращения граждан рассматривают такие заявления и проводят все надлежащие процедуры вплоть до приостановления деятельности и подачи в суд. Поэтому, если такие случаи есть, в законном порядке граждане имеют право обратиться со своими заявлениями, которые будут рассмотрены. Спасибо за ответ. Назерке сүйіндік стратегия 20-50-ден 2 сауал жолдапты. Ашық жобасына жаңа кәсіпкерлік субъектілерді қосу үшін, сондай-ақ жоба аясында жұмыс істеп тұрған субъектілердің жұмысын одан ары жалғастыру үшін барлық персоналды вакцинациялау керегі туралы талап енгізу жоспарланып отыр. Егер қызметкер вакцина алудан бас тартса, ол жұмыстан шығарыла ма, немесе оған басқа жұмыс ұсыныла ма? Спасибо за вопрос. Здесь касательно проекта АШИК в соответствии с новым постановлением, с рекомендациями ВК, будут ужесточены требования к участникам проекта АШИК. И как до этого говорили те, получается, предприниматели в сфере услуг, которые не проработают вопрос по вакцинированию своих сотрудников, они будут, получается, исключены из проекта. Здесь, как было ранее разъяснено, есть альтернатива в виде сдачи ПЦР раз в неделю. Если же, получается, на усмотрение уже работодателя либо сам работник, в случае, если есть альтернатива, это вакцинация, она бесплатная. Если коллектив провакцинировался, то, в принципе, по проекту АШИК, получается, он будет дальше работать и пользоваться всеми льготами. Спасибо за ответ. Назерке ханымның екінші сауалы: ашық жобасына енген сауда орталықтарына баратын азаматтарды кім және қалай бақылауы керек? Көбіне сауда орталықтарына, мәселен Астанадағы сауда орталықтарына еркін кіре беруге болады. Ешкімге кіре берсе азаматтардың мәртебесін көрсетуді сұрамайды. Бұл сауалға Молдабеков Бекболат Серікұлы жауап береді деп ойлаймын. Мархабат. Осы сұраққа мен жауап берейін. На сегодня торговые центры и рынки продовольственно-непродовольственные, они в проект АШИК не подключены. Вчера было принято решением МВК о расширении проекта АШИК и включении этих объектов в АШИК. Поэтому будет вначале проработана совместно с акиматом НПП Атамикен подготовка этих объектов, обучение персонала. После этого эти объекты будут включаться в проект АШИК. Что касается контроля, то сами субъекты предпринимательства, они обеспечивают контроль, то есть выполнение требований, которые сегодня предусмотрены АШИКом, а это определение статуса посетителя. Является ли он больным или является он контактным. В случае нарушения этих требований, также постановлением главного госврача предусмотрена соответствующая ответственность. Если это будет установлено, то будет исключаться из АШИКа первый раз на 2 недели, и если будет повторное нарушение, то будет исключаться из АШИКа на 2 месяца. Қосарыңыз бар ма? Қосатын болсақ, ол жаңағыдай сұрағы дұрыс. Ол жерде азаматтар көп жүреді. Сол себептен мемлекеттік санврачтың жаңағы ұсынысы бар. Ашық жобасы жаңағы үлкен бизнес өкілдерінде қосылатын болады. Рахмет. Айшолпан Керімбаева, Мәлім КЗ бізбен байланыста. Добрый вечер, меня хорошо слышно? Да, вас слышно, ваши вопросы. У меня вопрос к министру Алексею Владимировичу. Вы обязываете сотрудников сферы услуг проходить ПЦР-тесты, если они не вакцинированы. А ПЦР-тест сейчас стоит около 7 тысяч тенге. Так почему прохождение ПЦР-тестов не покрывается за счет обязательного медицинского страхования? Спасибо. За счет государства покрывается вакцинация. Пожалуйста, бесплатно. Проходите вакцинацию, и самое главное, что ПЦР-тест вас не защитит от коронавирусной инфекции, а вакцина защитит. Поэтому здесь нужно четко выбирать. То есть если вы хотите не болеть и защититься, бесплатно вам государство предоставляет возможность провакцинироваться. Если граждане по тем или иным причинам этого не хотят делать, тогда нужно рассчитывать на то, что будете оплачивать. Спасибо за ответ. Елена,
Пожалуйста, ваш второй вопрос. Через пару месяцев начнется новый учебный год. Всех учителей, родителей, также студентов, школьников беспокоит один вопрос. Когда они смогут вернуться к оффлайн-обучению вообще? При каких темпах вакцинации? При какой эпидситуации? Возможно, сколько процентов населения должны получить вакцину, чтобы студенты и школьники смогли вернуться к оффлайн-обучению? В целом все будет зависеть от самой эпидситуации. Коллективный иммунитет достигается при достижении количества вакцинированных более 60%. Поэтому сейчас все коллективы готовятся и активно ведется информационно-разъяснительная работа среди студентов и в целом среди граждан, как вы видите. Сегодня фактически на уровне 84% у нас вакцинированы педагоги, поэтому уже идет серьезная подготовка. Я думаю, это крайний срок, я думаю, это где-то 20 июля, поэтому об этом, в принципе, все знают, поэтому планы в офлайн режиме у нас есть. Вот как Алексей Владимирович сказал, это будет, конечно, зависеть в первую очередь от эпидситуации, но уже страна, в принципе, готовится к такому форму обучения. Спасибо. Спасибо за дополнение. Елена Преображенская, Интерфакс, Казахстан, направила свой вопрос. Если у человека есть медицинский отвод от вакцинации, обязан ли он все равно за свой счет проходить ПЦР-тестирование? Вы уже несколько раз отвечали, пожалуйста, еще раз повторите. Если есть медицинский отвод, то ПЦР-исследование проходить не требуется. Таких граждан с медицинскими отводами по стране меньше 1%, поэтому, в принципе, те люди, которые, если они будут даже находиться в коллективах, они будут защищены за счет иммунитета других своих коллег, которые находятся внутри организации. Спасибо за разъяснение. Айгуль Тлюкбаева, Инбизнес КИЗ. Скажите, пожалуйста, закроет ли Казахстан воздушный коридор в связи с обнаружением новых штаммов? Или в какие страны полеты будут запрещены? Закроет ли Казахстан воздушный коридор в связи с обнаружением новых штаммов и в какие страны? Нет, мы ни с кем сейчас, в принципе, не закрываем воздушный коридор. Вот у нас где-то около 150 рейсов. С 14 странами идет у нас теснейшие контакты. Ну и вы знаете, что мы меры безопасности приняли уже давно. Это обязательный ПЦР-тест, всем гражданам, которые заезжают в Казахстан. И даже в отношении наших граждан, которые сегодня находятся за рубежом, и по туристическим направлениям, все обязаны в Казахстан заезжать только ПЦР-тестом. Поэтому здесь пока не планируется ограничение воздушного пространства. Второй вопрос от Айгуль. Ранее предполагалось, что Казахстан может по аналогии с Россией разрешить въезд в Казахстан родных сестер и братьев из соседних стран. Будет ли такое разрешение в ближайшее время? У нас же на эту тему мы уже несколько раз говорили. Вы знаете, во-первых, авиасообщением никаких ограничений нет. Кто имеет ПЦР-тесты, я думаю, там, в принципе, все имеют право заезд в Казахстан. В отношении пересечения государственной границы на автомобилях, пешие переходы, там, конечно, ограничения имеются. И то мы пошли навстречу тогда родственникам, близким. Сегодня, тогда где-то было полгода, сейчас мы фактически там где-то на уровне 3 месяцев. Поэтому здесь, я думаю, возможности есть, никаких ограничений в этом направлении. Сегодня других мы не принимали. Спасибо. Көп рахмет. Жанар Сердалина, Бесньюз КИЗ, с нами на связи. Жанар. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос, Ералы Лукпанович, сначала к вам. Вакцинация у нас теперь будет обязательной, а в случае отказа от вакцинации казахстанцы должны сдавать ПЦР-тесты. Понятно, что вы это обозначили как необходимые меры защиты от коронавируса, но в то же время согласны ли вы с тем утверждением, что переход на столь крайнюю и непопулярную меру означает провал информационной работы, прежде всего, Министерства здравоохранения? Никакого провала информационной работы нету. Вот эту меру сегодня принимаем. Вы знаете, что сегодня в Казахстане стабилизирована в целом ситуация. Прирост суточный где-то на уровне 1200 человек. Я думаю, это более сегодня серьезные результаты. Я в своем выступлении все
фактически все эти данные приводил. Вот эти меры сегодня, которые мы принимаем дополнительно, это как раз таки принято в связи с последней ситуацией. Мы не имеем права не реагировать, а тем более, когда идет явная угроза, и явная угроза, которая имеет все признаки сегодня быть уже в самом Казахстане. Вот сегодня же конкретно говорили вот эти данные, которые уже предварительный анализ, вот, по дальнейшему исследованию генома, поэтому все эти вопросы говорят о том, что мы должны принимать дополнительные меры. Информационно-разъяснительная работа везде, она массированно ведется, но мы понимаем, что этого мало, поэтому мы вынуждены сегодня принимать дополнительные такие меры. Поэтому это в первую очередь только направлено на защиту, еще раз, на защиту и обеспечение безопасности и здоровья наших граждан. Поэтому я прошу в этом плане нас правильно понять. И вообще я хотел бы, чтобы мы, вот я смотрю, это последние где-то 5-6 вопросов вокруг ПЦР-тестирования. Мы должны задавать вопрос в отношении вакцинации. Мы же говорим бесплатную вакцинацию, друзья, которая нам гарантирует и, честно говоря, и безопасность, и, значит, и здоровье, в первую очередь нас самих, и, значит, наших близких, родственников, друзей, коллег, с которыми мы сегодня вместе работаем. Поэтому я прошу, именно давайте в этом направлении с вами вместе будем работать. Я прошу и всех журналистов вот включиться в эту работу, в разъяснение. Другого пути у нас нету. В мире просто другого варианта сегодня решения нету. Поэтому это путь, который бесплатно гарантирует вакцинацию нашим гражданам. При таком сегодня запасе 2,4 миллиона, сегодня остаток у нас вакцины в стране. За последние еще 2 недели еще около 2 миллионов будет завезено. Поэтому, друзья, давайте вакцинироваться. Я вас давно знаю, с пониманием всегда отношусь, и вас тоже прошу в это направление включиться и помогать себе, всем нам, и нашим всем близким гражданам нашей страны. Спасибо. Ералы Укпанович, позвольте маленькую ремарку. Что касается лично меня, я прошла полный курс вакцинации, статус мой зеленый. Что касается информации о других вакцинах, да, я здесь позволю себе отметить, что информационный вакуум вокруг свойств вакцин, да, вокруг их каких-то других качеств, да, он все-таки сохраняется. Особенно речь идет, как это не парадоксально, о нашей казахстанской вакцине «Казвак». Позвольте по второму вопросу перейти. Да, вот вы упомянули о том, что очень много вопросов по поводу ПЦР-тестов, но опять же, да, вот лично я с содроганием вспоминаю прошлый год, когда мы платили свыше 20 тысяч тенге за один ПЦР-тест, выстраивали огромные очереди, да, там и так далее. То есть это было проблематично даже в столице пройти ПЦР-тестирование. Соответственно, вопрос. Если казахстанцы, которые все-таки предпочтут пройти ПЦР-тесты, да, пойдут в лаборатории, где гарантия, что цены не вырастут, будет ли Минздрав, либо правительство наше уважаемое регулировать этот вопрос с помощью какого-то нормативно-правового акта? Спасибо. Я думаю, увеличения цены не будет. Наоборот, во-первых, я думаю, наши граждане выберут именно вакцинацию. Я абсолютно в этом уверен. Сегодня вот темп вакцинации, который мы сегодня видим, он как раз говорит именно в пользу этого. Во-вторых, значит, вы знаете, сегодня средняя цена где-то на уровне 7,8 тенге. Вот. Более того, я хочу вам сказать, буквально недавно, значит, на МВК было предложение бизнесменов о снижении и дальше, значит, новый ПЦР-тест, который применяется сегодня в европейских странах, в первую очередь в Англии, Швейцарии. Вот они предлагают новые подходы. Сегодня как раз Министерство здравоохранения вместе с агентством по защите предпринимателей не рассматривает этот вопрос, поэтому, скорее всего, возможность мы будем рассматривать в сторону снижения и в сторону там роста цен. Поэтому, я думаю, этого не будет допущено. В это направление, безусловно, мы будем вести соответствующую работу. Спасибо. Замечательно. Спасибо большое. Всем здоровья. Рабига Дюсенгулова, Тенгриньюз КЗ, с нами на связи. Рабига. Микрофон, пожалуйста, включите. Добрый день, меня слышно? Теперь мы вас слышим. Алексей Владимирович, вопрос к вам касательно прогноза. Учитывая то, что сейчас у нас практически завезен индийский штамм, какие прогнозы сейчас делает Министерство здравоохранения на развитие эпидемиологической ситуации? Положительный, отрицательный? О прогнозе, пожалуйста, расскажите. Для того, чтобы спрогнозировать ситуацию, мы должны сделать замеры как минимум в течение недели-двух.
посмотреть, насколько идет распространение, и уже будет смоделирована будущая ситуация. Потому что для нас важно, сейчас мы определили, что есть возможные мутации, новый индийский штамм у нас в Казахстане, и на основании этого мы сейчас отслеживаем именно динамику заболеваемости. Поэтому в ближайшие несколько недель мы эту ситуацию оценим, посмотрим, как развиваются события, насколько заразный вирус, насколько у нас идет распространение данного штамма по регионам, и будут сделаны конкретные выводы и, соответственно, и прогнозы. Одно уточнение. На данный момент какой прогноз? По какому прогнозу у нас сейчас? Я вам же только что объяснил, что для того, чтобы запрогнозировать именно ситуацию, связанную с появлением нового штамма, нужно как минимум пару недель для того, чтобы отследить динамику. Это динамика, то есть насколько растет ежедневно заболеваемость. То есть прогнозы делаются на основании там, не одной цифры на сегодняшний день, а конкретно как развивается понедельно. То есть нам нужны замеры в сравнении с предыдущим периодом. Поэтому после появления штамма мы эти периоды отследим и, конечно, проинформируем население. Хорошо. Второй вопрос касательно вакцинации. Есть ли вероятность, Ералы Лукпанович, вопрос к вам, есть ли вероятность, что в будущем вакцинация станет обязательной? То есть сейчас у нас есть альтернатива, мы можем проходить ПЦР-тест. Будет ли в будущем, что не будет выбора никакого, что всем нужно будет вакцинироваться и все? Будут штрафы за то, что не вакцинируются люди? Ну, я думаю, не ПЦР-тестирование, все-таки мы будем все вакцинироваться. Я думаю, в этом направлении вы тоже поддержите. В этом направлении мы будем двигаться, но остальная ситуация будет зависеть от эпидситуации. Но крайних вариантов мы допускать не можем, поэтому сегодня уже приняты уже первые реальные шаги. Вот эти меры, которые были рассмотрены, приняты на МВК, это фактически, считайте, во всех регионах сейчас уже идет оперативная подготовка принятия серьезных вот шагов, в первую очередь сферы услуг, о которой мы с вами говорим. Поэтому от результатов вот этой работы сегодня будет зависеть дальнейшее наше действие. Мы все это, конечно, будем отслеживать. Вот, я думаю, дополнительно вы будете в этом направлении проинформированы. То есть вероятность существует? Все зависит от эпидситуации. Все от эпидситуации. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. Асель Сайлаубай, 4-я власть КИЗ. Асель, вы на связи? Да. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. У меня вопрос к Ералы Лукпановичу. Начало такой ситуации очень сильно сказалось на бизнесе. И по всему Казахстану стал вопрос по многочисленным искам от государственных органов в отношении бизнеса по поводу неисполнения своих обязательств. Весной этого года Палата Атамекен и Верховный суд составили план совместных действий. Но я так предполагаю, что так как подходит новая волна, сейчас ухудшится в очередной раз ситуация у бизнеса. И какие возможности будут у государства поддержать бизнес именно в том плане, чтобы какими-либо постановлениями приостановить вот этот поток подачи заявлений в суды со стороны государственных органов за неисполнение каких-либо обязательств со стороны бизнесменов. Друзья, вот я обращаюсь и к вам, и всем бизнесменам. Вот почему этот проект Ашах мы внедрили? Чтобы дать возможность сегодня малому и среднему бизнесу в спокойном режиме просто работать. Кто сегодня в проекте Ашах, даже находясь в красной зоне, мы даем максимальную возможность им работать. Просто соблюдайте все требования, которые предъявляются к этому проекту. Поэтому никаких ограничений сегодня действий в сфере малого и среднего бизнеса не предусматривается. Наоборот, мы будем создавать условия для нормальной работы малому и среднему бизнесу. Входите в проект Ашах. Это проект уже сегодня оправдал. Да, конечно, есть недобросовестные в отношении отдельных, я уже конкретно в своем выступлении конкретно примеры приводил.
Вот. Поэтому кто добросовестно в этом направлении будет работать, хоть рестораны, хоть кафе, хоть другие сферы там услуг, никаких там ограничений просто не может быть. Поэтому спокойно работайте. Я вас призываю и приглашаю в это направление совместно работать. Договорились? Спасибо. Спасибо большое. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, будет ли в ближайшее время встреча с премьер-министром Маминым Аскаром Узакбаевичем? Какая встреча? В такой же форме брифинга. Ну, я с вами встречаюсь здесь. Это все вопросы, если какие-то есть, примеры, пожалуйста, направьте. Хорошо? Меня просто коллеги сейчас написали, попросили спросить. Спасибо большое. Хорошо. Спасибо за заданные вопросы. Асель. Тимур Башимов, Инфозакон КИЗ, с нами на связи. Тимур. Добрый день. Добрый день. У меня вопрос к Алексею Владимировичу. Алексей Владимирович, скажите, пожалуйста, сейчас на какой стадии находятся переговоры по поставкам иностранных вакцин западных, именно Pfizer, Moderna? По последней информации, Минздрав уже проработал с американскими фармкомпаниями логистические маршруты, планы транспортировки, хранения данных вакцин. Но не было информации касательно количества закупаемых, планируемых закупки доз и когда будет заключен именно контракт. Тут хотелось бы узнать примерно когда и какое количество. Ну, во-первых, я хочу всех предупредить, не нужно ждать какие-то там вакцины, нет панацеи, нет там определенной какая-то вакцина намного лучше или хуже. В целом все вакцины, они имеют свой эффект. То, что есть в Казахстане, это достаточно хорошего уровня вакцины, который у нас в стране есть. И не надо ждать, не надо откладывать вакцинацию и ждать какую-то другую вакцину. У нас в целом сейчас вакцины, которые внутри страны, они достаточно эффективны и безопасны. Они помогают получить иммунитет, необходимый для того, чтобы защититься от коронавирусной инфекции. То, что касается переговоров, мы ведем эти переговоры с прошлого года. Различные сроки поставок нам предлагают, начиная от начала 2022 года, конец 2021 года. В результате этих переговоров мы каждый раз приближаем сроки к тому, чтобы эти компании могли поставить нам в страну немного раньше, чем те сроки, которые изначально указывались. И они приближаются. Вот эти переговоры, там условия поставок, они сейчас у нас в рамках подписания соглашения NDA о неразглашении данных мы не можем озвучить. Но эти переговоры ведутся в том числе переговоры по ценам, потому что по некоторым позициям цены превышают там в разы стоимости тех вакцин, которые мы закупили. Поэтому здесь идет переговорный процесс. Как мы только получим точные данные, когда мы сойдемся в предложении, что условия будут соответствовать Республике Казахстан, мы, конечно, проинформируем. Тимур. Спасибо за ответ. Спасибо, Тимур, за ваш вопрос. Маржан Сабет направила два вопроса. Маржан ханым, сіздің бірінші сауалыңыз бүгінгі баспасөз мәслихатының аясында емес екен. Сондықтан екінші сауалыңызға көше берейін. Коронавирустың үнді штаммы елде тез тараған жағдайда карантин қалай қатаңдатылады? Толық локдаун жариялануы мүмкін бе? Ералы Лұқпанұлы, сіз бұндай сұраққа жауап берген едіңіз, қосарыңыз болса? Да, мен ол туралы басында сұраққа жауап бердім. Сондықтан ешқандай локдаун қазір біз жоспарда жоқ. Қазіргі эпидситуация ондайға ешқандай бізге шаралар қабылдауға ыңғайда жоқ қой деп ойлаймыз. Сондықтан нақты бүгінгі қабылданған шаралар қауіпсіздікті қамтамасыз етуге толықтай мүмкіндік береді. Рахмет. Ералы Лұқпанович, также коллеги просят уточнить один момент. Вы сказали, что все въезжающие авиатранспортом граждане должны иметь ПЦР-тесты. Хотя ранее сообщалось, что граждане Казахстана могут прибыть на родину с паспортом вакцинации. Было ли отменено это разрешение для привитых туристов? Да, конечно, паспорт вакцинации, это если имеет, никаких вопросов здесь нет. Спасибо. Это был последний вопрос. Уважаемые спикеры, благодарю вас за то, что вы с нами просидели более 1,5 часов. Ответили на все поступившие вопросы. Ералы Лұқпанұлы, сөз соңында қосарыңыз бар ма? Қадірлі журналистер, мына санаулы күндер қалды. Біріншіден мына біраз уақыттарыңызды бөліп біздермен осы жерде келіп, біраз көкейте сұрақтар қойып, соған жауап алып, елге жеткізіп жатқандарыңызға рахмет айтамын. Бұл біріншіден. Екіншіден, санаулы күндердің ішінде журналистер күнде таяп қалды. Сондықтан осы қиын кезеңдерде осы халық пен биліктің арасындағы үлкен осы қарым-қатынасты нығайтуға да тікелей атсалысып, соны халыққа жеткізгенде, түсіндіргенде, соны бірге қауіпсіздікті бірге қамтамасыз еткендер үшін өздеріңізге көп-көп рахмет айтуға рұқсат етіңіздер. Келе жатқан үлкен осы мейраммен бәріңізді құттықтағым келеді.
жанұяларыңызда, орталарыңызда, айналарыңызда жақсылық қана болсын. Өздеріңізге денсаулық тілейміз, амандықта болыңыздар. Қазақ тек айтпан шығар, мына денсаулық зор байлық деп. Онда ең алдымен осы зор байлық, екінші саналы қоғам, осындай деңгейде тікелей жүруге, тікелей атсалысып отқан осы үлкен жұмыстарыңызға жеміс тілеймін. Уважаемые коллеги, журналисты, я хотел поблагодарить, огромное время сегодня уделили по важнейшим вопросам, которые волнуют наше общество. Хотел воспользоваться ситуацией, поздравить с Днем журналистов. Осталось буквально считанные дни, поэтому сколько вот времени мы с вами вот эти непростые периоды сегодня вместе проводим. И государственные важнейшие задачи, решения, которые принимаются, начиная от главы государства и завершая правительством, министерствами нашей страны. Все меры, которые принимаются, вы его, безусловно, с нами вместе доводите. Я хотел бы поблагодарить и пожелать здоровья всем вашим коллективам, вашим семьям, близким и друзьям. Всех вам благ, удачи, успехов. С наступающим праздником журналистов. Спасибо. От имени своих коллег хочу поблагодарить вас за поздравления, Ералы Лукпанович. Құрметті әріптестер, осымен орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңнан тікелей көрсетілімді тәмамдаймыз. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.